Холодное февральское утро 1944 года Ахмед Арсамаков помнит как сегодня. Ему было всего 10 лет, когда их депортировали. Их семья, как и многие другие, прошли через огромные потери и разочарования. В холодном Казахстане он потерял 5 членов своей семьи. Но сегодня все это позади. Помня этот день, мы должны идти вперед, развиваться и гордиться тем, что сегодня имеем, отмечает дедушка. Дали япарату емотик шукегахжан измиёй охдудан тхолди адан тачулдан тхондарфут шумяш могуд тхондадеч тхондиезер. 13 долгих лет в изгнании не сломили сильный дух ингушского народа, признается Висангирей Танкиев. Они не потеряли своего достоинства, сохранили в тяжелое время надежду на будущее. В те годы ему было всего 3 года. Тогда еще он не понимал, через что приходится проходить его народу. В той ссылке он потерял 6 членов семьи. Но несмотря на все тяготы, ингуши, как и другие репрессированные народы, не исчезли и не сошли с исторической арены после 44-го. Не пали духом, не обозлились. Прежде всего, благодаря силе духа, сплоченности и жизнестойкости. Именно благодаря тому, что наши предки, наше старшее поколение достойно несло честь, достоинство, благородство, присущее нашему народу. Именно благодаря тому, что там была наиболее ярко проявлялась взаимоподдержка, взаимовыручка, взаимопомощь, наш народ остался. Сотни народов в мире ушли в небытие, оказавшись в таких условиях, когда погибали целые народы, только в письменах остались их названия этих народов. Наш народ сохранился в веках. И стар, и млад, тысячи людей собрались на мемориале памяти и славы. 23 февраля в истории ингушского народа тесно переплелись 2 памятных даты – День защитника Отечества и депортация ингушского народа 1944 года. Они не сломились на чужбине и вернулись на родину, но не все. Началось памятное мероприятие с прочтения дуа за погибших в годы депортации. Это была почти треть всего населения Ингушетии. Alhamdulillah Rabbil Alamin, салату саламу аля сайидил мурсалин. Аллахумма раббана атина мин ладунка рахматан ва хайи лана мин амрина рашада. Аллахумма атина вахдина я архамар рахимин. То, что наш народ создал сегодня, очень важно было сохранить, помнить этот день высылки, чтобы мы помнили, чтобы помнило наше подрастающее поколение. Старейшины, политические и общественные деятели, молодежь – никто не остался в стороне. Все пришли, чтобы почтить память тех, кого коснулись сталинские репрессии, и вспомнить воинов, защитников Отечества. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров напомнил, как ингушскому народу в 1944 году омрачили этот праздник, и как наш народ достойно прошел испытание изгнанием. Мы в этот день вспоминаем многих, кого нет, которые вошли в историю, без которых нам не было бы сегодня что вспомнить. Нам не было бы сегодня сказать, что не был наш народ предателем в 1944 году. Нам не было бы чем-то доказать без Эльберда Нальгиева, без Тонта Укурова, без такого великого человека, как последний защитник Брестской крепости, Барханоева Матгирея, без тех, которые справа и слева положили свои жизни и получили высшие награды Царской империи, защищая на всех направлениях интересы империи, Отечества. Если бы их не было, нам нечего было бы сказать. Они есть истинные защитники нашего Отечества, и малого, и большого. Если мы сегодня только делаем траур в республике в такие дни, тогда дело Сталина, дело Берия, дело Каболова и других отщепенцев, преступников, врагов нашего народа живет. Они добились своего. Давайте плакать. Но если мы сегодня в такие дни помним, не забываем, соблюдаем все, согласно религии, адатам, обычаям,
но при этом еще помню своих героев Отечества, защитников Отечества, тогда их дело не живет. То, что они хотели, они не добились. То, что мы вернулись, то, что у нас своя республика, свой парламент, свое правительство, своя конституция, они уже не добились этого. Поэтому давайте в такие дни, наоборот, консолидироваться и не думать, что кто-то больше или меньше любит нашу республику. Мы 13 лет вдали находились от своей родины, но мы не забывали своих родных, свою землю, свои башни. И нас влекло домой также чувство оскорбленного национального достоинства, чувство несправедливости, чувство быть реабилитированными перед всеми народами России, ну и перед мировой общественностью. Вот этот обелиск, который стоит за нашей спиной, я считаю, это самый великий обелиск всех времен и народов. И он появился в самый-самый нужный момент для ингушей. Вот эти башни, которые стоят, прижавшись друг к другу, они символизируют наш народ. Они символизируют обстановку, в которую мы попали и в которой мы находимся. Далее Юнусбек Евкуров вместе со старейшинами возложили цветы к вечному огню. У стариков есть свои воспоминания, а у тех, кто помоложе, рассказы старших, которые они сейчас невольно сопоставляют с окружающей обстановкой. Но все подчеркивают одну истину – только в единстве наша сила. Наш народ выстоял, пережил это все и вернулся. 13 долгих лет вдали от дома, будучи даже иногда год-два вдали от дома, нам бывает трудно. Но мы знаем, что у нас есть дом, что мы можем вернуться. А они этой возможности не имели. Мы не имеем права не то что забывать, мы не имеем права просто-напросто закрасться той крамольной мысли, что это прошло и все. Нет, это прошло, мы должны помнить и нести память своих отцов, дедов. На сегодняшний день наша задача заключается в том, чтобы не дать повториться той самой печальной истории, чтобы наша сегодняшняя история была светлой, и наше будущее было процветающим. В сердце каждого ингуша, независимо от пола и возраста, горит невидимый огонь любви к стране отцов. Именно эти неугасаемые искры надежды и веры в справедливость не раз помогали ингушам выстоять. Мы испытали мучения безмерно, чашу испили до дна. Выжить в степях Казахстана нам помогала мечта. Вынесли груз на плечах непомерно, воля к нам шла не спеша. Долгие годы страдая безмерно, не очерствела душа. Это наша история, наше испытание, которое было пройдено достойно и ценою многих жизней. Депортация 1944 года навсегда остается общей болью всего народа. Ингушей сегодня называют несломленными, и в годы депортации, и в период депортации нами двигало одно – любовь к родине. Благодаря этому чувству ингуши внесли огромный вклад в становление и защиту всей страны и возродили свою республику. Светлана Томова, Мейрбек Миржоев. Новости 24.